службу протокола сопроводить его превосходительство. Ассамблея сейчас заслушает выступление его превосходительства Эмомали Рахмона, президента Республики Таджикистан. Я любезно прошу службу протокола сопроводить его превосходительство. Au nom de l'Assemblée générale, j'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue. От имени Генеральной Ассамблеи я приветствую его превосходительство, господина Эмомали Рахмона, президента Республики Таджикистан, и я прошу его выступить в Ассамблее. Уважаемый господин председатель, уважаемый господин генеральный секретарь, главы государств и правительств, дамы и господа, в сегодняшние крайне трудные времена мировое сообщество нуждается в солидарности и доверии больше, чем в любое другое время. Мы сегодня наблюдаем на фоне обострения современных угроз и вызовов тревожные преобразования на международной арене. Терроризм, экстремизм и трансграничная организованная преступность, гонка вооружения, а также эскалация холодной войны угрожают стабильности, безопасности и международному развитию. Вместе с тем, катастрофические последствия изменения климата, экстремальная жара, наводнения, засухи, пожары и другие стихийные бедствия, так же, как и нехватка воды и голод, создают серьезную угрозу для человечества. В этом контексте обязательными выступают совместные усилия по устранению этих опасностей и угроз и достижению целей повестки 2030. В этой связи приветствуем тему 78-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций «Восстановление доверия и глобальной солидарности, ускорение действий по повестке дня до 2030 года и цели устойчивого развития в направлении мира, процветания, прогресса и устойчивости для всех». Уважаемые дамы и господа, несмотря на шаги международного сообщества по реализации повестки 2030, прогресс в достижении большинства целей в области устойчивого развития пока не является значительным. В этом процессе, к сожалению, возникает много проблем, особенно для развивающихся, наименее развитых и небольших островных государств. Несмотря на значительный прогресс по некоторым ЦУР 1, 7, 12 и 13 в частности, Республика Таджикистан сталкивается пока с определенными проблемами по выполнению ЦУР к 2030 году. В этой связи мы осознаем, что необходимо усилить процесс солидарности, финансирования, реализации обязательств других практических мер, и это требует действительно фундаментальных изменений. Поэтому Таджикистан поддержал предложение генерального секретаря ООН о нашей общей повестке дня и призыв к срочному выполнению ЦУР. Приветствуем также предложение ежегодно выделять не менее 500 миллиардов долларов развивающимся наименее развитым малым островным странам для ускорения этого процесса. Приветствуем шаги генерального секретаря по реализации повестки 2030. Мы также поддерживаем реформу международной финансовой системы, чтобы обеспечить устойчивое долгосрочное финансирование для достижения целей устойчивого развития и решения проблем, связанных с климатом. Уважаемые присутствующие, как мы все наблюдаем, во всем мире возрастает влияние изменения климата. В этом году мы стали свидетелями самых высоких температур воздуха за весь период наблюдения.
Согласно последнему отчету Всемирной метеорологической организации под названием «Климатическая ситуация», аномальное потепление температуры воздуха в Азии наблюдается выше, чем в среднем по миру. Негативные последствия этого процесса, такие как засуха, наводнения, оползни и пожары в различных регионах мира, в том числе в Таджикистане, являются весьма тревожными явлениями. Таджикистан, 93% территории которого составляют горы, больше всего ощущает влияние изменения климата и является одной из наиболее уязвимых стран мира в этом процессе. Частые климатические стихийные бедствия в виде оползней, наводнений, засухи, лавин в Таджикистане происходят ежегодно, приводят к гибели людей и ущербу для инфраструктуры. В этом контексте Таджикистан придает особое значение Сендайской рамочной программе по снижению риска стихийных бедствий на 2015-30 годы, направленной на содействие совершенствованию системы раннего предупреждения, увеличению инвестиций и оказанию финансовой помощи развивающимся и менее развитым странам. Таджикистан является одной из пилотных стран в реализации инициативы генерального секретаря «Раннее оповещение для всех». Уважаемые дамы и господа, в Республике Таджикистан зарегистрировано более 13 тысяч ледников, и порядка 60% водных ресурсов региона формируются на территории нашей страны. К сожалению, за последние десятилетия в Таджикистане растаяло более 1000 ледников, что имеет серьезные последствия для продовольственной безопасности, доступа к воде и поддержанию экосистем в Центральной Азии и за пределами региона. Явление ускоренного таяния ледников как основного источника пресной воды требует принятия конкретных мер, в том числе исследований, сбора, обработки данных и углубленного международного сотрудничества. В этой связи выражаю глубокую признательность всем государствам-членам за сотрудничество в принятии резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 77-158 14 декабря 2022 года по объявлению 2025 года Международным годом сохранения ледников. И призываю все заинтересованные стороны к объединению усилий по целенаправленной реализации этой резолюции. В рамках вновь созданной группы друзей ледников и за ее рамками готовы сотрудничать с мировым сообществом в реализации полномочий данной резолюции. Таджикистан уверен, что этот шаг придаст серьезный импульс принятию коллективных мер по сохранению ледников от интенсивного таяния. Хотел бы также упомянуть успешные результаты международной конференции ООН по всестороннему среднесрочному разъяснению целей международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития 2018-2028 год». Уверен, что реализация взятых на конференции со стороны международного сообщества обязательств будет способствовать достижению шестой цели ЦУР и решению других международных проблем, связанных с водой. Не так давно Генеральная Ассамблея консенсусом приняла еще одну резолюцию по итогам этой конференции, предложенную Таджикистаном, Нидерландами и Сенегалом. Надеемся, что страны-члены и другие партнеры присоединятся к нашим усилиям в этом направлении. Следует отметить, что в 2024 году
В городе Душанбе состоится третья конференция высокого уровня по реализации десятилетия «Вода для устойчивого развития», а также в 2025 году международная конференция по сохранению ледников. Ожидаем, что международное сообщество будет активно участвовать в этих важных международных конференциях. Таджикистан, как страна-инициатор в глобальной повестке в области воды и климата, будет и впредь стремиться к развитию сотрудничества между странами и организациями. В современных условиях формирование зеленой экономики стало одной из актуальных задач человечества. В нашей стране 98% электроэнергии производятся из возобновляемых источников, то есть за счет гидроэнергетики, и по этому показателю Таджикистан занимает 6-е место в мире. Эффективное и рациональное использование огромных гидроэнергетических ресурсов Таджикистана может создать благоприятную почву для развития производства зеленой энергии по всему региону. Мы считаем позитивной и конструктивной роль Фонда зеленого климата в деле решения экологических проблем и адаптации к изменению климата. Поддерживая очередной стратегический план фонда на 2024-2027 годы, призываем государства-члены, особенно развитые страны и другие заинтересованные стороны внести свой вклад в финансирование его реализации. Дорогие друзья, в современном мире первостепенное значение имеют региональная солидарность и интеграция. Это позволяет странам решать текущие проблемы совместного плана, способствовать укреплению мира, стабильности и оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации. В настоящее время в результате совместных мер стран Центральной Азии создана благоприятная атмосфера для укрепления региональной интеграции. Это подтвердила 5-я консультативная встреча глав государств Центральной Азии, состоявшаяся 14-15 сентября 2023 года в городе Душанбе. Шаги в данном направлении, несомненно, будут способствовать стабильности атмосферы, мира, сотрудничества, последовательного развития и процветания в нашем регионе. Уважаемые дамы и господа, безопасность, стабильность, региональное сотрудничество в Центральной Азии напрямую зависят от ситуации в соседнем Афганистане. Афганистан все еще находится в сложной политической, экономической и социальной ситуации. Как отметил генеральный секретарь ООН, 97% населения Афганистана находится в состоянии нищеты. В этой сложной ситуации Таджикистан подтверждает свою готовность продолжать оказывать гуманитарную поддержку и помощь через 6 мостов на границе в поддержку афганского народа. Пользуясь такой возможностью, хочу еще раз обратиться к международному сообществу с призывом увеличить объемы гуманитарной помощи многострадальному народу Афганистана. В этом контексте мы готовы к дальнейшему сотрудничеству с международными партнерами и другими заинтересованными сторонами. По-прежнему важной предпосылкой достижения прочного мира и стабильности в Афганистане создание инклюзивного действительно правительства с участием представителей всех этнических, политических, социальных групп считаем налаживание межафганского диалога. Вызывает тревогу и то, что за последние 2 года многократно возросла контрабанда наркотиков с территории Афганистана. За этот период компетентные органы Таджикистана на границе с этой страной изъяли более 10 тонн наркотических веществ, что в несколько раз больше по сравнению с предыдущими годами.
правительство Таджикистана в рамках национальной стратегии борьбы с терроризмом и экстремизмом на 2021-2025 годы принимает постоянные и практические меры. Намерены в 2024 году в сотрудничестве с международным сообществом провести в Душанбе очередную международную конференцию по борьбе с терроризмом и его финансированием. Таджикистан еще раз подчеркивает, что реагирование на растущие угрозы терроризма, экстремизма, незаконного оборота наркотиков и другие глобальные угрозы на сегодняшний день должно быть всеобъемлющим, бескомпромиссным. В этой связи мы считаем, что Управление по борьбе с терроризмом ООН может и должно эффективно осуществлять комплексную и сбалансированную реализацию глобальной контртеррористической стратегии организации и других соответствующих документов для решения всех аспектов этой угрозы. Усилия также должны быть направлены на предотвращение злоупотреблений в интернете в целях пропаганды и поощрения радикализма, экстремизма и насилия. Таджикистан приветствует 8-ю оценку глобальной стратегии ООН по борьбе с терроризмом, принятой в июне этого года. Мы считаем, что этот документ создает прочную основу для дальнейшего регулирования наших антитеррористических усилий. Уважаемые присутствующие, наши общества взаимосвязаны через различные культурные связи, обычаи и верования. Эта солидарность является хорошей основой для мирного сосуществования в атмосфере взаимопонимания различных культур и религий. В этой связи недопустимые проявления внесения раскола, расовой и религиозной вражды со созданием их негативных последствий. Указанные действия, а также придание политической окраски вопросам религии и конфессий могут ослабить основу сосуществования международного сообщества. Нарушение религиозных конфессиональных чувств, ненависть и насилие в отношении любой религии или верования имеет трагические последствия. Такие провокационные акты в большинстве случаев становятся основой для нетерпимости и недоверия, приводя к разногласиям и конфликтам между цивилизациями. В этом смысле Таджикистан энергично осуждает любые оскорбления священных предписаний и верований народа, в том числе священного Корана или других цивилизационных религиозных ценностей человечества. Таджикистан, как соавтор недавней резолюции Генеральной Ассамблеи под названием «Развитие межкультурного диалога и терпимости в противовес нетерпимости», Таджикистан еще раз подчеркивает важность диалога и взаимопонимания между цивилизациями в процессе укрепления мира. Мы считаем, что пропаганда идей толерантности, мира является лучшим средством противодействия провокациям, внесению раскола, фанатизму, экстремизму, радикализму. Давайте объединимся наперекор действиям, которые нас разъединяют, и вместо этого будем двигаться к сообществу, основой которого являются уважение и признание достоинства друг друга. Уважаемые дамы и господа, Таджикистан, как страна, поддерживающая мир, стойкость, стабильность, приверженность миру, стремится стать непостоянным членом Совета Безопасности ООН в 2028-2029 годах. Пользуясь случаем, призываю страны-члены поддержать кандидатуру Таджикистана на выборах 2027 года. В завершении выступления хотел бы еще раз подчеркнуть, что достижение всех наших согласованных целей возможно только путем
взаимопонимания, координации, интеграции и толерантности. В связи с этим я хотел бы привести стихотворные строки известного таджикско-персидского поэта, писателя и мыслителя Саади Ширози, которые соответствуют теме нашего нынешнего мероприятия реализации упомянутых планов и общих обязательств. Все племя Адамово тело одно, из праха единого сотворено. Коль в теле ранена только одна часть, то телу всему в трепетание впасть. Благодарю вас за внимание. Au nom de l'Assemblée générale, je tiens à remercier le président. От имени Генеральной Ассамблеи я благодарю президента Таджикистана за выступление. Я прошу службу протокола сопроводить его